Lietuvių kalba taip pat skamba vertimas. Господь Иисус, Viešpatie Jėzau, мы благодарны Тебе, Иисус, esame dėkingi Tau, Jėzau, за Твою безграничную любовь. už Tavo beribę meilę. О Боже, которая не имеет ни начала, ни конца. O Dieve, kuri neturi nei pradžios, nei galo. И она вся излилась в Сына Твоего, Иисуса Христа. Ir ji buvo visa išlieta į Tavo Sūnų Jėzų Kristų. И мы могли осязать Его, могли видеть Его, Боже мой Отец. Ir mes galėjome regėti ir matyti jį, Dieve О Tėve. Господи, в своей жизни O Viešpatie savo gyvenime. благодарим Тебя, Господь, Dėkojame Tau, что эта любовь не обошла нас стороной, kad Господь. ši meilė neapėjo mūsų. Спасибо Тебе, Боже мой Иисус. Ačiū Tau, Viešpatie Я верю, Dieve. что все, что Ты делаешь для нас, Господь Отец, Tikiu, kad viską, ką Tu darai dėl mūsų, Ты Tėve, делаешь из своей любви. Tu darai iš savo meilės. Аллилуйя, Господь. Aleliuja, Отец. Viešpatie. О, Боже мой, Ты источник любви, Tu esi Господь. meilės šaltinis, Dieve Tėve. О, Ты совершенная любовь. Tu esi tobuloji meilė. Ты божественная любовь. Tu esi dieviškoji meilė. И мы благодарны Тебе за это, Ir Господь. esame Tau dėkingi už tai. И мы просим Тебя, Боже мой Отец. Prašome Tavęs, Dieve Пусть Tėve, Твоя, Боже мой, совершенная любовь tegul Tavo tobula meilė и зальется сегодня из Слова Твоего, išsilie Господь, šiandien iš Tavo žodžio, в виде откровения, Господь. apreiškimo pavydale, Потому что это самый лучший знак любви. nes tai yra pats geriausias meilės ženklas, požymis. Самый лучший знак, что Ты любишь нас, Pats geriausias ženklas, kad Tu myli mus. это то, что Ты открываешься нам в Слове. Yra tai, kad Tu Господи, Отец. atsidengi mums žodyje, Нам Tėve. не нужно другого подарка, Господь Отец, Боже мой Mums Иисус. nereikia jokios kitos dovanos, О, Tėve. Боже, мы благодарны Тебе за все другие подарки, Господь Dėkojame už Отец. visas kitas За dovanas, все Tėve. материальные подарки, Боже мой Отец. Materialias За dovanas, все, Tėve. Боже мой Иисус, духовные дары, Боже мой Отец мой. Už visas dvasinės dovanas, Dieve Господи, но Tėve. самый для нас будет драгоценнейший подарок сегодня, Bet Господь. šiandien pati brangiausia dovana mums bus. Пусть Твой Дух Святой раскроет нам Слово, Tai Боже jeigu мой Tavo Отец. šventoji dvasia atidengs mums žodį. А Ты сказал, Боже мой Иисус, что если мы просим, O Tu pasakai, Viešpatie, jeigu mes prašome, то Ты ответишь. tuomet Tu ir atsakysi. Если мы будем стучаться, Jei belsimės, то Ты откроешь. tuomet Tu ir atversi. Позволь, услышь наш стук сегодня, Господь. Отец. Išgirsk mūsų beldimą šiandien. И мы благодарим Тебя, Отец мой, Mes dėkojame Tau, и mano славим Tėve, Тебя, ir šloviname Tave, нашего Господа Иисуса mūsų Христа. viešpatį Jėzų Kristų. Аминь. Amen. Аминь. У меня сегодня приблизительно есть час для того, чтобы уложиться с переводом, Šiandien turiu valandą tam, kad įsitekčiau dar su vertimu. поэтому я попытаюсь так компактно, как Господь позволит, представить эти мысли. Todėl pasistengsiu kalbėti kompaktiškai, kaip viešpats leis išsakyti tas mintis. И если вы слушали или присутствовали в среду, Jeigu buvote ir klausėtės trečiadienį, то вам будет легко нагнать эту мысль. tuomet jums bus lengva pasivyti šią mintį. А мы сегодня прочитаем и будем продолжать по милости Божьей дальше Šiandien perskaitysime toliau ir iš viešpaties malonės tęsime toliau на тему второзакония. apie pakartoto įstatymo temą. Второзаконие, два закона. Pakartotas įstatymas tai 2 įstatymai. Мы прочитаем еще раз ту цитату, которую брат Брахам объясняет, что такое книга Второзакония. Perskaitysime dar tą pačią citatą, kurioje brolis Brahamas aiškina, kas yra pakartotas įstatymas, А перед этим хотелось бы прочитать Римлянам o prieš tai iš romiečiams. конец 7, начало 8 главы. 7 skyriaus pabaiga ir 8 pradžia. И я специально это как бы для себя в заметках выделил как один текст. Aš savo užrašuose pažymėjau tai kaip vientisą tekstą. Когда вы читаете в Библии, у вас есть Kai skaitote Biblijoje, отдельно кончается 7 глава, atskirai baigėsi 7 skyrius, потом написано глава po 8 to rašoma 8 skyrius и 1 стих ir идет. 1 eilutė seka. Когда апостол Павел писал это, Kaip apaštalas Paulius tai rašė, он не писал никаких стихов и не писал никакой главы. jis jokių eilučių ir skyrių nepaženklino. Это был сплошной текст. Tai buvo vientisas tekstas. Поэтому давайте прочитаем его как сплошной. Todėl skaitykime jį kaip vientisą. «Бедный я человек, Vargšas aš žmogus, кто избавит меня от всего тела смерти? kas mane išvaduos iš šitos mirties kūno. Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Dėkoju Dievui per Jėzų Kristų, Господом нашим. mūsų viešpatį. Итак, тот же самый я умом своим служу закону Божию, а плотью закону греха. Taip, tad aš pats protu tarnauju Dievo įstatymui, bet kūnu nuodėmės įstatymui. Нет поэтому теперь никакого осуждения Todėl dabar nėra pasmerkimo tiems, тем, которые во Христе Иисусе, которые ходят не по плоти, но по духу. kurie yra Kristuje Jėzuje, kurie vaikšto ne pagal kūną, bet pagal dvasę. Духу с большой буквы. Iš didžiosios raidės dvasę. Ибо закон Духа жизни Nes gyvenimo Kristuje
Jėzuje dvasios во įstatymas Христе Иисусе сделал меня свободным от греха, от закона греха и смерти. išlaisvino mane iš nuodėmės ir mirties įstatymo. Аллилуйя. Садитесь, пожалуйста. Sėskitės, prašom. Вот такое вот место Писания. Štai tokia rašto vieta. И прежде чем мы еще чуть шире почитаем 7 главу и 8 главу римлянам, Prieš mums labiau įskaitant į 7 ir 8 skyrių romiečiams, я хотел бы прочитать еще раз ту цитату из одной из самых последних проповедей брата Бранхама, noriu perskaityti vieną citatą iš pačių vėliausių brolio Branhamo pamokslų, где он объясняет, что вообще такое второзаконие. kurioje jis paaiškina, kas apskritai yra pakartotas įstatymas. Мы в среду об этом немножко говорили. Trečiadienį šiek tiek tai lietėme. 76 параграф. 76 paragrafas. Теперь слово «второзаконие», само слово означает «два закона», слово «второзаконие». Dabar žodis pakartotas įstatymas, pats žodis reiškia du įstatymai. И у Бога есть два закона. Ir Dievas turi du įstatymus. Два закона. Du įstatymai. Один из них – неподчинение слову и смерть, Vienas iš jų nepaklusnumo žodžiui yra mirtis, а другой – послушание слову и жизнь. o kitas paklusnumas žodžiui ir gyvenimas. Это и есть два закона. Tai ir yra tie du įstatymai. Как просто. Kaip paprasta. Очень просто. Labai paprasta. И второзаконие означает эти два закона. Ir pakartotas įstatymas reiškia šios du įstatymus. Оба они были абсолютно ясно показаны нам в Писании. Jie abu buvo aiškiai mums atskleisti rašte. Один из них – смерть, другой – жизнь. Vienas iš jų reiškia mirtį, kitas gyvenimą. Жизнь и смерть. Gyvenimas ir mirtis. Бог имеет дело только с жизнью, Dievas turi reikalą tik su gyvenimu. сатана только со смертью. Šėtonas tik su mirtimi. И они были открыто показаны всему миру, у всех на глазах, и в этом нет извинения. Ir jie abu buvo aiškiai parodyti visam pasauliui, jų akise, ir tame nėra jokių pasiteisinimų. Один из них был показан на горе Синай, Vienas iš jų buvo parodytas ant Sinajaus kalno, когда был дан закон, kuomet buvo duotas который įstatymas, осудил всю человеческую расу на смерть. kuris nuteisė visą žmogišką rasę mirčiai. Другой был дан на горе Голгофе, Kitas buvo duotas ant Golgotos kalno, который привел всю человеческую расу к жизни, kuris atvedė visą žmogišką rasę į gyvenimą. когда во Христе Иисусе было оплачено за наказание. Kuomet Jėzuje Kristuje buvo sumokėta kaina už bausmę. В этих двух великих событиях исполнились два закона второзакония. Šiuose dviejose didžiuose įvykiuose buvo išpildyti abu pakartoto įstatymo įstatymai. Аллилуйя. Слава Aleliuja. нашему Господу. Šlovė mūsų viešpačiui. И когда мы вот это читаем, я хочу вам сказать, Ir kai mes tai skaitome, noriu dabar pasakyti. Бог послал нам уникального пророка, Dievas siuntė mums unikalų pranašą, который мог вот так просто это объяснить. kuris galėjo taip paprastai tai išaiškinti. Я не знаю, как еще проще. Nežinau net, kaip paprasčiau galima būtų paaiškinti. Потому что, когда ты открываешь книгу Nes kai Второзакония, atsiverti pakartoto įstatymo knygą, ты читаешь это все, tu visą tai skaitai и ты думаешь, Боже мой, Ir tu что galvoji, это все mano значит? Dieve, ką visą tai reiškia. Брат Брахам объяснил двумя словами. Brolis Brahmas paaiškino tai dviem žodžiais. Это два закона. Tai du įstatymai, Это две закономерности. du dėsningumai. Один – это смерть, Vienas reiškia mirtį, если ты не слушаешь слова. jei nesiklausysi žodžio. Другой – это Kitas жизнь, tai gyvenimas, если ты исполняешь слово. jei pildysi žodį. Аллилуйя. Aleliuja. Слава нашему Господу. Šlovė mūsų viešpačiui. И брат Брахам говорит, один Ir был brolis дан на горе Синай, Brahmas sako, vienas buvo duotas ant Sinajaus kalno, потому что никто закон не может исполнить. nes niekas negali įvykdyti įstatymą. Правда? Из нас никто не может Nei исполнить vienas закон. negali. Но другой был дан на горе Голгофе, Kitas buvo duotas ant Golgotos, потому что Иисус Христос исполнил это nes все. Jėzus Kristus visą tai išpildė, И įvykdė. Он взял это все на себя, Ir jis prisėmė tai ant savęs и Он теперь отдает свою жизнь ir тебе, dabar jis tau atiduoda savo gyvybę. которая уже победила это. Ir jis jau nugalėjo visą tai. Если в вас живет жизнь победителя, Jeigu jumise gyvena nugalėtojo gyvybė, как вы думаете, kaip вы будете galvojate, побеждать? ar jūs nugalėsite? Аминь. Брат Брахам говорит, если в вас живет Brolis дух Brahmas sako, Бетховена, jeigu jumise gyvena Beethoveno dvasia, то вы будете писать музыку. tuomet rašysite muziką. А что, если в вас живет O kas, дух, jumyse например, Мухаммеда Али? gyvena dvasia Muhamedo Ali, Это был очень знаменитый боксер, kuris buvo labai garsus boksininkas, который отправил kuris почти, наверное, всех своих Visus оппонентов savo в нокаут. priešininkus į nokautą siūsdavo. Что, если вы однажды утром проснетесь с духом O Мухаммеда kas, Али? jeigu vieną rytą pabusite su Muhamedo Ali dvasia, Вот даже в этом теле, netgi šiame kūne, вот таком вот, как у меня, tai знаете. tokį, kokie aš turiu tokiame.
Я хочу вам сказать, Noriu pasakyti, я пойду попробовать, aš eisiu ir mėginsiu kažką padaryti. потому что не тело имеет такое большое значение, Nes ne kūnas turi didelę но reikšmę, дух, который живет в bet dvasia человеке. gyvenanti žmoguje. Правда? Ar ne? Брат Бранхам говорит, не Brolis Branhamas sako, не размер собаки ne šuns dydis yra svarbus имеет значение в драке, kovoje, но размер драки, bet который в mūšio этой собаке. arba to kovingumo dydis šunyje yra svarbus. Правда? Поэтому важен тот дух, который Todėl живет в человеке. yra svarbi dvasia, kuri gyvena žmoguje. И здесь, согласно Римлянам 8, Ir čia, anot Romiečiams 8, то, что мы читаем, tai ką skaitome, Бог победил. Dievas nugalėjo, Бог победил смерть. mirtį nugalėjo, Бог победил грех. Dievas nugalėjo nuodėmę, Бог победил могилу. Dievas nugalėjo kapą. Аллилуйя. Aleliuja. И теперь этот дух великого Ir победителя. dabar ta dvasia didžiojo nugalėtojo Бранхам проповедовал сколько раз. Великий и Бранхамас могущественный победитель. pamokslavo didis ir galingas nugalėtojas. Великий победитель. Didysis nugalėtojas. Великий воин Давид. Didysis kareivis Dovydas. Это все проповеди брата Бранхама. Visa tai yra pamokslai brolio Branhamo. Аллилуйя. Aleliuja. Что он этим хотел сказать? Ką jis norėjo tuo pasakyti? Что дух этого победителя Kad to nugalėtojo dvasia может поселиться в твоем gali сердце. apsigyventi tavo širdyje. И если дух, который победил смерть, Ir jei грех и могилу, dvasia, kuri nugalėjo nuodėmę, mirtį ir kapą, живет в тебе, gyvena tavyje, то догадайтесь, что он будет побеждать. tuomet spėkite, ką ji nugalės. Он будет побеждать смерть, Nugalės mirtį, он будет побеждать грех, ji nugalės nuodėmę, он будет побеждать могилу. nugalės kapą. Аллилуйя! Aleliuja. Потому что Иисус Христос вчера, Тогда как Иисус- сегодня и вовеки Kristus тот же. vakar, šiandien ir per amžius yra tas pats. Аллилуйя! Aleliuja. Спасибо тебе, Господь. Ačiū tau viešpatė. И вот мы неделю назад Ir mes savaitę atgal проповедовали с вами из книги Есфири pamokslavome iš Esteros knygos о двух законах, apie du įstatymus, которые оба выпустил царь. kuriuos abu išleido karalius. И этот царь — это Это прообраз Бога, Karalius simbolizavo Dievą, потому что законы жизни выпускает Бог. nes gyvenimo įstatymus dėsnius išleidžia Dievas. И вы помните, когда Артаксеркс выпустил первый закон, Prisimate, kai tas Artaxerxas išleido pirmą įstatymą, то первый закон был закон смерти. pirmasis įstatymas buvo mirties įstatymas. Смерть иудеям. Mirtis žydams, judėjams. К тебе домой придут, Ateis į tavo namus тебя убьют, ir tave užmuš, ограбят, apvoks, заберут твоих детей, paims tavo vaikus, жену в рабство, žmonai vergyje išsiūs и все это по закону. ir visa tai bus teisėtai. И все это разрешил царь. Ir visa tai karalius bus leidęs. Этот закон действующий. Šis įstatymas bus veiksmingas, А как написано в Библии, kaip parašyta Biblijoje. законы царя Персии Persijos karaliaus įstatymai, никто не может отменить, jų niekas negali atšaukti, даже сам царь. net pats karalius. Вы знаете, что у Бога так же? Ar žinote, kad pas Dievą yra taip pat? Что если Бог что-то сказал, Jei Dievas kažką pasakė, Он не заберет никогда этого обратно. jis atgal to neatsiims, Иначе Он несовершенный. kitaip jis būtų netobulas. Иначе Его Слово не может материализоваться. Kitaip jo žodis negalės materializuotis, ar ne? Аллилуйя. Поэтому все, что Бог сказал, Todėl viskas, ką Dievas pasakė, оно должно исполниться. privalo išsipildyti. Но Он же сказал вот это про суд. Bet juk jis pasakė tai apie teismą. Да, Taip. и это должно Ir исполниться. tai turės išsipildyti. Аллилуйя. Aleliuja. Но Он же выпустил вот такой вот закон. Bet jis juk išleido tokį įstatymą. Он допустил, Jis leido tai. Jis leido, чтобы Аман выпустил такой закон. kad tas Hamanas išleistų tokį įstatymą. И он действительный. Ir jis tikras Galioja, yra. jo. Galioja. Что делать? Ką daryti? Нужен Мардахей, Reikalingas Mordechajus, который разоблачит kuris этот закон. atskleis tą įstatymą, atidengs. Мардахей означает маленький человек. Mordechajus reiškia mažas žmogus. Аллилуйя. Aleliuja. С очень сильным духом. Turintis labai stiprią dvasę. Духом веры внутри себя. Tikėjimo dvasę savyje turintis. Который не поклонился Аману. Kuris neatsiklaupė prieš tą Hamaną. Аллилуйя. Такой человек жил в наших поколениях. Žmogus gyveno mūsų kartoje. Бог послал его как пророка. Dievas siuntė jį kaip pranašą. И он разоблачил Ir jis
через atskleidė раскрытие Demaskavo per печати, antspauduoti dengimą, он раскрыл jis замысел Амана. atidengė Demaskavo tos Hamano sąmokslus, Но этого недостаточно. bet to nepakako. Этого недостаточно. To nepakako. Разоблачить врага, этого недостаточно. Demaskuoti priešą vien tik tai Это neužtenka. только первый шаг. Tai tik pirmas žingsnis. Помните, как я могу победить? Prisimenate, kaip aš galiu nugalėti? Разоблачить врага Atpažinti priešą во всех его уловках. visose jo gudrybėse. Ура, я разоблачил врага. O, aš atpažinau priešą. Прекрасно. Nuostabu, Но ты его еще не победил. bet tu dar jo neįveikiai. Дальше, распознав, надо победить. Po atpažinimo turi įveikti. Второе, брат Брахам, надо Антра. признать, что Бог, который в тебе сильнее. Brolis Brahmas sako, tu turi pripažinti, kad Dievas tavėje esantis yra Аллилуйя. stipresnis. Aleliuja. Спасибо тебе, Господь. Ačiū tau viešpatė. И вот Мордахей распознал Ir это. štai Mordechajus atpažįsta tai, А что теперь делать? o kągi dabar daryti? Отмени закон. Atšauk įstatymą. Невозможно. Neįmanoma. Что делать? Ką daryti? Второй закон. Antras įstatymas. Второй закон. Antras įstatymas. Как брат Данил сказал. Kaip brolis Danielius pasakė. Второй закон мог бы быть и по-другому Antras įstatymas оформлен. galėjo būti ir kitaip įformintas. Взять все войска Персии, Paimti visus Persijos kareivius, окружить каждый еврейский дом, apsupti kiekvienus žydų namus, чтобы еврей, который в этот момент смотрит телевизор kad žydas, kuris tuo metu žiūrės televizorių, на диване, ant sofos ну, трансляцию, конечно. transliaciją, žinoma, žiūrės. А что вы подумали? O apie ką jūs pagalvojat? Сериал? Serialą? Не, это персы смотрят, Ar persai jo žiūrėjo? евреи не смотрят. Žydai nežiūrėjo. Чтобы он, Kad jis, еврей, žydas, был полностью спокоен, būtų visiškai ramus, что никакой враг не ворвется в его kad дом. joks priešas neįsiverštų jo namus. Вы думаете, царь персидский не мог так сделать? Ar galvote, kad persų karalius negalėjo tai Вы padaryti? думаете, у него не хватило бы воинства? Ar jam būtų neužtekę karių? Хватило бы. Būtų užtekę. Это была сверхдержава. Tai buvo super valdžia didelė. Но второй закон Bet antrasis įstatymas, был то, что ты имеешь право kad tu turi teisę выйти išeiti и воевать ir kovoti против первого закона. prieš pirmąjį įstatymą. Аллилуйя. Aleliuja. Слава тебе, Господь. Šlovėtų viešpatė. Вопрос. Klausimas. Оба закона действительны? Ar abu įstatymai buvo veiksnus? Да? Tikri? Когда второй закон вышел о защите, Kai antras įstatymas išėjo dėl apsaugos, первый закон перестал действовать? ar pirmas įstatymas liovėsi būti veiksnus? Нет. Ne. Удивительно. Stebėtina. Но все равно нашлись такие, Bet vis tiek radosi tokie, которые пошли воевать с kurie евреями. ėjo kovoti prieš žydus. Некоторые убоялись, в Писании написано, и стали евреями. Kai kurie išsigando ir tapo patys žydais parašyti Но rašte. некоторые ничего не Bet убоялись. kai kurie iš viso nieko neišsigando. Они пошли грабить, Jie išėjo ir vogė, они plėšė, пошли бить, mušė. они готовились, Jie ruošėsi, они радовались. jie džiugavo. Наконец-то у нас легальная способность, Turime legalią возможность teisę, galimybę пойти и ограбить евреев, eiti ir apiplėšti žydus, пойти и пролить кровь. eiti ir pralieti kraują. Что за удовольствие для плоского человека? Koks malonumas kūniškam žmogui. Убить, пролить кровь Užmušti, pralieti kraują и за это не быть судимым. ir už tai nebūti teisiamam. Итак, два закона, оба работают. Ir taip abu įstatymai yra veiksnūs. Один действует, Vienas veikia и другой ir действует. kitas veikia. Но мы рассчитываем на второй закон. Bet mes vilėmės antroji įstatymu. Второй закон Antrasis įstatymas был издан для евреев, buvo išleistas žydams ради евреев. dėl jų. Второй закон издан ради нас, Įstatymas, pirmasis, o antrasis dėl mūsų. для нас, Dėl mūsų. специально Specialiai от царя. nuo karaliaus. Написан Мордахеем. Parašytas buvo Mordechajaus jisai. Написан Мордахеем. Parašyta nuo Mordechajaus. Написан Мордахеем. Parašyta Mordechajaus. Для нас. Mums. Аллилуйя. Aleliuja. Но нужно его и пойти и исполнить. Bet reikia nueiti ir įvykdyti jį, išpildyti.
Аллилуйя. Aleliuja. Давайте мы прочитаем чуть больше об этих двух законах. Perskaitykime šiek tiek daugiau apie šios du įstatymus. Книге Римлянам. Romiečiams knygoje. Мы читали из 8 главы в прошлый раз, Praeitą kartą iš 7 skyriaus skaitėme. но теперь давайте мы прочитаем концовку 7 Dabar perskaitykime 7 skyriaus pabaigą и побольше кусочек из 8. ir didesnę atkarpą 8. И теперь это уже не евреи и персы, Ir dabar jau tai kalba bus ne apie žydus ir persus, это вы и вы. tai jūs ir jūs. Сейчас, может, не совсем понятно, Galbūt neaiškiai nuskambėjo, но это вы и вы. bet tai apie jūs ir apie jūs. Потому что оба закона, вы Yes. увидите, будут относиться к вам. Pamatysite, kad jūs liečia būdų įstatymai. И оба закона действительны. Ir abu įstatymai galioja. Но работать все будет точно так же. Ir veiks lygiai taip pat. Второй закон Antrasis įstatymas выпущен išleistas для того, чтобы ты защищался. tam, kad tu saugotumėsi. Если тогда, в те времена, Jeigu anuomet, tais laikais, еврей только мог своими силами защищаться, žydai galėjo tik savo jėgomis saugotis. то здесь Tuomet čia вы увидите, jūs išvysite, что Иисус Христос, kad Jėzus Kristus, поселившись в вашей жизни, apsigyvenęs jūsų gyvenime, соглашается воевать за вас sutinka kovoti už jūs своей жизнью, savo gyvenimu, законом жизни. gyvenimo įstatymu. Аллилуйя. Aleliuja. Римлянам 7. Romiečiams 7. Пока что я читаю местописание и цитату брата Бранхама я прочитаю чуть позже, Dabar skaitysiu rašto vietą, o brolio Branhamo citatą šiek tiek vėliau, чтобы вы были спокойны, что это не моя теория. kad būtume ramus dėl to, kad tai ne mano teorija. Это указ, написанный Мардохеем, Šis nurodymas parašytas Mordechajaus, который дает нам право kuris duoda mums teisę защищаться, saugotis, победить nugalėti, и įveikti даже ограбить. ir netgi apiplėšti. Хотя в Писании говорится, Nors rašte yra sakoma, они защищались, jie они saugojosi, убивали врагов, žudė priešus, но никого не ограбили. bet nei vieno neapiplėšė. Римлянам 7:14. Romiečiams 7:14. Ибо мы знаем, Nežinome, что закон духовен, kad įstatymas yra dvasiškas, а я, плотян, bet aš esu kūniškas, продан греху. parduotas nuodėmės valdžiai. Это кто продан греху? Kas toks yra parduotas valdžiai? И кто плотян? Ir kas moka? Апостол Павел, Apaštalas Paulius, великий апостол, didysis apaštalas Paulius, посланник периода. periodo pasiuntinys. Он говорит, я плотян, Jis sako, aš parduotas я продан греху. nuodėmės valdžiai. Я плоть. Aš kūnas. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Nes nesuprantu, ką darau, nes ko noriu, to nedarau, bet ko nekenčiu, tai darau. Это кто так делает? Kas taip daro? Это апостол Павел. Apaštalas Paulius. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. Tad jei darau tai, ko nenoriu, pritariu įstatymui, kad jis yra geras. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Taigi dabar nebe aš tai darau, bet nuodėmė gyvenanti manyje. Где живет грех? Kur gyvena nuodėmė? В апостоле Павле. Apaštale Pauliuje. Ну, если я правильно по-русски читаю, Jeigu aš teisingai rusų kalbą skaitau, то грех живет во плоти gaunasi, kad апостола Павла. nuodėmė gyvena apaštalo Paulio kūne, Pauliaus. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, Tad прилежит мне злое. jei darau tai, ko nenoriu, pritariu įstatymui, kad jis yra geras. 21. 21, atsiprašau. Tuomet randu įstatymą, kad kai noriu daryti gerą, piktai yra šalia manęs. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Nes aš žaviuosi Dievo įstatymu pagal vidinį žmogų. Ну, это уже похоже на апостола Tai jau Павла. panašiau į apaštalą Paulių. Правда? Ar ne? Что он находил удовольствие в Слове Божьем. Kad jis žavėjosi Dievo žodžiu. Но он говорит, это мой внутренний Bet jis человек. sako, tai mano vidinis žmogus.
И 23 стих. ir 23 eilutė. Но в членах моих вижу иной закон, Bet savo noriuose matau kitą įstatymą, противоборствующий закону ума моего kovojantį prieš mano proto įstatymą и делающий меня пленником закона греховного, ir atvedantį mane į nelaisvę nuodėmės įstatymui, находящегося esančiam в членах моих. mano nariuose. Аминь. Amen. Молодцы, что осторожно говорите аминь. Šaunuoliai, kad atsargiai sakote amen. Молодцы. Šaunuoliai. Но здесь очень ясная линия, Bet čia labai aiški linija matosi. где апостол Павел Kai apaštalas Paulius показывает, что в нем самом parodo, kad jame pačiame идет борьба vyksta kova двух законов. dviejų įstatymų. Один находит удовольствие в слове, Vienas žavisi žodžiu, а другой o по-прежнему kitas vis tiek находится в членах tebėra тела, kūno nariuose, во плоти. kūne. Ибо в членах моих вижу иной закон. Nes savo nariuose matau kitą įstatymą. Это когда он видит? Kada jis matom? Это когда он пишет послание к римлянам. Kai rašė laišką romiečiams. Это он не рассказывает про себя в необращенном Jis состоянии. nepasakoja apie save dar neatsivertusioje būsenoje. Это он рассказывает про себя, Yes. Павла, Jau pasakoja apie save Paulių, пишущего kuris послание к dabar pat римлянам. rašo laišką romiečiams. Я в членах моих вижу иной закон. Savo nariuose matau kitą įstatymą, И он борется против закона моего ума. kovojantį prieš mano proto įstatymą. И еще хочет меня забрать в плен. Ir dar nori mane į nelaisvę įvesti. И еще находится прямо в членах моих. Tebėra mano nariuose. Так бедный я человек. Vargšas aš žmogus. Кто избавит меня от этого тела смерти? Kas mane išvaduos iš šitos mirties kūno? Благодарю Бога моего. Dėkoju Dievui. Это парадоксальный стих. Tai paradoksali eilutė. Это вот здесь вот ум сразу же начинает кипеть, знаете, Štai čia как чайник. protas užverda kaip virdulys. Хорошо, если уши большие. Gerai, jeigu ausis didelės pa Тогда žmogų. пар лучше Tuomet выходит. garas geriau išeina. Если не отсюда, то из носа это Jeigu отсюда, ne потому per что čia, tai per nosį ir kitur. ты просто умом этого не можешь понять. Protu negali to suvokti. Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Dėkoju Dievui per Jėzų Kristų, Господом нашим. mūsų viešpatį. Так а что ты благодаришь? Ну Už ką- скажи, už ką скажи, tu Павел, dėkoji? Pasakyk, Pauliau. за что ты благодаришь? Už ką dėkoji? Итак, тот же самый я Tad taip, tad aš pats умом своим служу protų tarnauju закону Божьему, Dievo įstatymui, а плотью bet kūnu закону греха. nuodėmės įstatymui. Вот ты поблагодарил. Tai ir padėkoju. Парадокс. Paradoksas. Оба закона. Abu įstatymai. Один хочет служить Слову, Vienas nori tarnauti žodžiui, другой хочет служить греху. kitas nuodėmiai. А ответ в следующем стихе. O atsakymas sekančioje eilutėje. Нет, поэтому Todėl dabar nėra теперь никакого осуждения, pasmerkimo tiems, кто во Христе Иисусе, kurie yra Kristuje Jėzuje, которые ходят не по плоти, kurie vaikšto ne pagal kūną, но по духу. bet pagal dvasią. Другими словами, Kitais žodžiais tariant, если ты во Христе Иисусе, jei esi Kristuje Jėzuje, то у тебя есть возможность tuomet turėsi galimybę побеждать nugalėti одним законом, vienu įstatymu другой закон. kitą įstatymą. Обратите внимание, только во Atkreipkite Христе dėmesį, Иисусе. Tik Kristuje Jėzuje. Если ты не во Христе Иисусе, Jei jame nesi, у тебя только один закон. turėsi tik vieną įstatymą. Если ты не рожден заново, Jei esi net gimęs iš у naujo, тебя только один закон. turėsi tik vieną įstatymą. Служить греху. Tarnauti nuodėmiai. Аминь. Amen. Но если ты во Христе Bet Иисусе, jei esi Kristuje Jėzuje, если ты родился от Слова Божьего, jei gimiai iš Dievo žodžio, если ты родился заново, jei gimiai iš naujo, то у тебя есть сила tuomet turi jėgą жить не по плоти, gyventi ne pagal kūną,
в которой закон греха, kuriame yra nuodėmės įstatymas, а по Духу Святому, bet pagal šventąją dvasią, который сильнее, чем Курира. закон греха. stipresnė už nuodėmės įstatymą. Ибо закон Духа жизни Nes gyvenimo Kristuje, во Христе Иисусе Jėzuje dvasios įstatymas сделал меня свободным išlaisvino mane от закона греха и смерти. iš nuodėmės ir mirties įstatymo. Мы свободны. Mes laisvi. Через новое рождение Per naują įgimimą мы свободны. mes laisvi tampame. Дальше в этой же самой главе Toliau tame pačiame skyriuje, написано, что мы не рабы Parašyta, этого первого kad закона. mes nesame vergai to pirmojo įstatymo. Мы уже выкуплены из этого Mes закона. jau esame atpirkti iš jo. Евреи могли сказать, мы не рабы первого указа Артаксеркса. Žydai galėjo pasakyti, mes nesame karaliaus pirmojo įstatymo vergai. Но сказать это было недостаточно. Bet pasakyti to nepakako. Надо было выйти со вторым законом Reikėjo išeiti su antruoju įstatymu и победить ir įveikti, nugalėti первый закон. pirmąjį įstatymą. Закон Духа жизни во Христе Иисусе Gyvenimo Kristoje Jėzuje dvasios įstatymas сделал меня išlaisvino mane свободным iš nuodėmės, от закона греха и смерти. iš mirties įstatymo. 4 стих. 4 eilutė. Чтобы праведность закона исполнилась в нас, ходящих не по плоти, но по духу. Kad įstatymo teisumas išsipildytų mumise vaikštančiuose ne pagal kūną, bet pagal dvasią. Когда в вас может быть праведность Божья? Kada jumise gali atsirasti Dievo teisumas, Тогда, когда вы живете в духе, kuomet, kai gyvenate dvasioje, а не тогда, когда мы с вами живем o по ne плоти. tuomet, kai gyvename pagal kūną. Аминь. Amen. Ибо те, кто по плоти, помышляют о том, что от плоти. Nes tie, kurie yra pagal kūną, rūpinasi kūno dalykais. Но те, кто по духу, Bet tie, kurie yra pagal dvasią, о том, что от духа. dvasios dalykais. Аллилуйя. Aleliuja. Это уже он начинает пояснять, Dabar jis jau pradeda paaiškinti, что такое жить по ką плоти, reiškia gyventi pagal kūną что такое жить по духу. ir pagal dvasią. Потому что мы можем на эмоциях тоже сказать: Nes ant emocijų galime pasakyti, я свободен esu laisvas, от закона греха. iš nuodėmės įstatymo išlaisvintas, И при этом не осознавать, bet to pačiu nesuvokti, что мы живем по плоти. kad tebe gyvename pagal kūną. Поэтому он объясняет нам, Todėl jis ir paaiškina mums. если вы хотите иметь победу Jei norite turėti pergalę над первым законом, virš pirmojo įstatymo, то вы не будете жить по плоти. tuomet nebegyvensite pagal kūną. Вы будете заботиться и помышлять Jūs rūpinsitės ir mąstysite о том, что от Духа apie Святого. tai, kas yra iš šventosios dvasios. Аминь. Amen. Ибо плотские помышления есть смерть, Nes būti kūniškai nusiteikusiam yra mirtis, но помышления духовные bet būti dvasiškai nusiteikusiam, или помышления Духа Святого šventosios dvasios nusiteikimas, mąstymas – это жизнь и мир. yra gyvenimas ir ramybė. Другими словами, Kitai žodžiais tariant, если мы с вами живем по jei плоти, mes gyvename pagal kūną, думаем по плоти, galvojame pagal kūną, то мы живем в смерти. tuomet gyvename mirtyje. Если мы живем в Духе Jei Святом gyvename šventojoje dvasioje и заботимся о Духе Святом, ir rūpinamės apie šventąją dvasią, и нам важно, что Дух Святой ir делает в yra нашей жизни, svarbu, ką jį daro mūsų gyvenime, то это жизнь и мир. tuomet tai yra gyvenimas ir ramybė. Аллилуйя. Aleliuja. Возвращаемся к цитате брата Бранхама. Grįžkime prie brolio Branhamo citatos. Что это за два закона? Kas tai per du įstatymai? Смерть и жизнь. Mirtis ir gyvenimas. Возвращаемся к печатям, к Гришками. раскрытию печатей. Prie anspaudų atidengimo. 4 печать. Ketvirtasis anspaudas. Кто скачет в наше время? Kas joja mūsų laiku? Смерть. Mirtis. Кто послан, чтобы сразить смерть? Kas yra pasiūstas įveikti mirtį? Жизнь. Gyvenimas. Слово. Žodis. Аллилуйя. Aleliuja. Слава тебе, Господь. Šlovė tau viešpatė. Потому что плотской ум Nes kūniškas nusiteikimas есть вражда против Бога. yra priešiškumas Dievui, Ибо закону Божию он непокорный, nes jis nėra paklusnus Dievo įstatymui да и не может быть. ir tikrai negali būti.
О, Господи, помоги нам O viešpatie padėk mums высидеть до конца собрания. išsėdėti iki tarnaimo pabaigos. Другими словами, Kitai žodžiais tariant, апостол Павел здесь говорит, apaštalas Paulius čia sako, что человек, kad žmogus, который живет по плоти, kuris gyvena pagal kūną, постоянно воюет против Бога. nuolatos kovoja prieš Dievą. Постоянно воюет против Святого Духа. Nuolatos kovoja prieš šventąją dvasią. Кто из нас осознанно хотел бы воевать против Святого Духа? Kas iš mūsų sąmoningai norėtų kovoti prieš šventąją dvasią? Никто. Nei vienas. Но когда мы не осознаем этого, Bet kai mes to nesuvokiame, мы очень часто воюем против labai Святого dažnai Духа. kovojame prieš ją. Тогда, когда мы живем по плоти. Tuomet, kai gyvename pagal kūną. А когда мы живем по плоти Kai gyvename pagal kūną, и думаем, как по плоти, mąstome pagal kūną, то мы не покорны. tuomet esame nepaklusnus. Плотской ум закону Божьему не покорен. Žmogiškas kūnas yra nepaklusnus Dievo įstatymui. И не может быть. Ir negali būti. Не может. Просто Negali. не может. Paprasčiausiai negali. Если Бог сказал, твой плотской ум никогда не согласится со Словом Божьим, Jeigu Dievas pasakė, kad tavo kūniškas protas niekada nesutiks su Dievo žodžiu, то он никогда и не согласится. tai tai reiškia, kad jis niekada nesutiks. Поэтому не надо его Todėl пытаться заставить это reikia сделать. bandyti jo versti tai padaryti. Надо обрести закон жизни, Reikia įgyti gyvenimo и įstatymą. закон жизни победит плотской ум Ir gyvenimo įstatymas nugalės aną. и начнет жить по духу. Ir pradėsi gyventi pagal dvasią. Так что те, кто в плоти, Taip, kad tie, kurie yra kūne, Богу угодить не могут. negali patikti Dievui. Но вы не в плоти, Tačiau jūs nesate kūne, но в духе. bet dvasioje. Если только Дух Божий обитает в вас. Jei taip yra, kad Dievo dvasia gyvena jumise. Если же кто Духа Христова не имеет, Na, o jei kas neturi Kristaus dvasios, тот и не его. tas nėra jo. И если Христос в вас, Ir jei Kristus yra jumise, тело мертво из-за греха, kūnas yra miręs dėl но nuodėmės, Дух есть жизнь из-за bet праведности. dvasia yra gyvenimas dėl teisumo. Дух живет и правит. Dvasia gyvena ir valdo. Дух живет и контролирует. Dvasia gyvena ir kontroliuoja. Закон там есть? Įstatymas, ar jis yra ten? Есть. Yra. Он захочет проявляться? Ar jis norės pasireikšti? Захочет. Panorės. Поверьте мне. Patikėkite manimi. Захочет. Panorės. В книге Исфири нашлись те, которые Esteros knygoje radosi tokie, пришли грабить kurie евреев. atėjo plėšti žydų. И у вас найдется. Ir jumise rasis. Вот здесь. Štai čia. Те силы, Tos jėgos, которые захотят вас ограбить. kurios panorės jūs apvogti. Но второй закон Bet antrasis įstatymas сильнее. yra stipresnis. Аллилуйя. Aleliuja. Читаем брата Бранхама. Skaitykime brolio Branhamo citatą. Вопросы и ответы, 59 год. Klausimai ir atsakymai 59 metai. Я буду частями читать, Aš dalis skaitysiu, чтобы сэкономить время. kad sutaupyčiau laiko. Римлянам 7:22. Romiečiams 7:22. Брат Бранхам читает. Благодарю Бога Бролис. через Иисуса Христа. Branhamas dėkoja. Skaito iš 7 skyriaus. Благодарю Бога через Иисуса Христа, Господа нашего. Dėkoju Dievui Per Jėzų Kristų. per Jėzų Kristų, viešpačiui Aha. mūsų. Итак, Ir taip, умом я служу закону Божьему, protu aš tarnauju Dievo įstatymui, но плотью закону греха. bet kūnu nuodėmės įstatymui. Брат Бранхам говорит, Brolis Branhamas sako. 93 параграф. Все верно. 3 paragrafas. Viskas teisingai. Это точно то, что Павел говорил много раз. Tai yra tiksliai tai, ką Paulius kartojo daug kartų. Когда я делал Kai доброе, dariau gerą, зло присутствовало. blogis būdavo šalia manęs. Видите? Matote, Это в точности, что и вы тоже делаете. tiksliai ir jūs tą patį darote. Здесь есть верующие в послании Ar čia yra час. tikintieji valandos žinia? Если посланник сказал, Jeigu pasiuntinys pasakė, что не только Павел это делал, kad ne tik Paulius tai darė, но еще и вы это тоже делаете. ir jūs taip pat tai darote. Умом вашим это ваше сердце. Jūsų protų, tai jūsų širdis, Он так это объяснил. jis tai taip įvardina. Вы верите в посланника? Ar tikite pasiuntiniu? Аминь. Amen.
Понимаете? Suprantate? Теперь запомните, вы Dabar- не думаете своим умом, также вы не видите своими глазами. Dabar įsidėmėkite, jūs negalvojate savo protų taip pat, kaip jūs nematote savo Вы akimis. видите своим сердцем. Jūs matote savo širdimi. Пропускаю 97-й. Šiek tiek praleidžiu 97. Он говорил в другом месте, Kitoje vietoje jisai sakė, я думаю, что имею ум Христов. aš manau, kad turiu Kristaus protą. Теперь в том разуме, то есть умом Христовым вы служите Богу. Kristaus protų jūs tarnaujate Dievui. Да? Ar ne? А он только что прочитал. O jis tik perskaitė. Я умом своим, мы думали вот Iš этим savo вот. protų mes galvome štai šiuo. Тук-тук-тук. Здесь вот этим вот Štai čia. котелком, Virduliuku. коробочкой своим. да? Dėžutė savo. Нет, не этой Ne, коробочкой. ne šia dėžutė. Вот этой. Štai šia. Умом Христовым. Kristaus protų. Умом Христовым, сердцем. Savo širdimi Я служу закону Божьему. tarnauju Dievo įstatymui. А плотью закону греха. O kūnų nuodėmės įstatymui. Видите, внутренняя часть, Мадот- внутренней сущностью вы служите Богу. Matote, vidinė dalis. Vidinė dalimi jūs tarnaujate Dievui. Это Esybė. подсознание, это там, где находится вера. Tai yra pasąmonė, ten, kur slypi tikėjimas. 102 параграф. 102 paragrafas. Павел тогда сказал, умом своим, а я имею ум Христов, Paulius я tada- служу Богу своим умом. Paulius tada pasakė, savo protų, aš turiu Kristaus protą, aš tarnauju Dievui savo protų. Но плоть моя Bet mano kūnas закону греха. nuodėmės įstatymui. Что это такое? Ką tai reiškia? И он начинает объяснять. Ir jis pradeda aiškinti. Здесь Čia давайте мы не вставлять свое собственное истолкование. neįstatinėkime savų išaiškinimų. Знаете, люди, которые любят Žinote, yra žmonės, kurie увидеть mėgsta видение, сон или пророчество, pamato sapną, regėjimą, viziją ar pranašystę и при этом взять и истолковать ir это, tuo pačiu patys išaiškina tos dalykus. хотя они не имеют дара истолкования. Nors patys neturi dovanos išaiškinimo. Привыкают это дело Įpranta taip daryti. и начинают истолковывать и послание часу точно Ir так. pradeda aiškinti tokiu būdu ir valandos žinią. Правда? Ar ne? Они становятся истолкователями. Tampa Давайте мы не aiškintojais. будем такими. Nebūkime ir mes tokie. Брат Бранхам все уже здесь объяснил. Brolis Brahamas čia jau viską išaiškino. Подожди, как это я Палау. служу закону греха? Kaipgi aš galiu tarnauti nuodėmės įstatymui? Вот брат Бранхам и объясняет, как ты служишь закону Jis греха. čia ir paaiškina, kaip tu tai darai. Чисто практически. Tiksliai ir praktiškai. Он сказал, плотью же служу Исааков. закону греха. Kūnui tarnauju nuodėmės įstatymui. Что это такое? Ką tai reiškia? Моя плоть сегодня вечером говорит. Mano kūnas šį vakarą sako. Кажется, ваша плоть говорит. Matote, jūsų kūnas ir kalbėti Окажется, gali. ваш закон греха Nuodėmės įstatymas говорит. kalba, посылает сигнал. siunčia signalus, Хочет что-то nori сделать. kažką padaryti. Что говорит? Ką sako? Ты сегодня слишком устал. Tu šiandien esi per daug pavargęs. У тебя болит горло. Tau skauda gerklę. Ты сегодня целый день провел на ветру. Šiandien visą dieną vėjuje išbuvai. И мы так. Это же мы, друзья. Mes Ладно, tokie, брат štai Брахам mes. там про Ten себя gerai, brolis рассказывает. Brahamas apie Брат save Брахам, у тебя pasakojo. горло болит. Broli Brahmai, tau Ой, ты skaudėjo такой gerklę. уставший. Toks pervargęs buvai. Брат Брахам, ты на ветру Broli там провел Brahmai, время. tave vėjas Это perbūdė. не про него, это про нас. с Tai вами. apie mus dabar kalba eina. Это мы сидим, и у нас Mes сигнал tokie поступает. sėdime ir signalas ateina. Я устал, Aš pavargęs, мне болит горло, man skauda gerklę. я не могу больше. Negaliu daugiau. Я целый день... А что ты на ветру Visą был? dieną, o ko tu ten vėjuje Я stovėjai? работал на Aš ветру. dirbau vėjui pučiant. И мы так, да, Ir mes tokie, taip, да, taip, да. taip. А закон греха очень хитрый. O nuodėmės įstatymas labai gudrus. Он в самом конце тебе скажет, что он хотел сказать. Pačiame gale pasakys tau, ką jis norėjo iš tiesų pasakyti. Ты устал. Tu pavargęs. Посмотри на себя. Tik pažiūrėk į save. Пожалей себя. Pagailėk savęs. Да, да, да. Taip, taip, taip. Тебе не надо сегодня вечером идти в Tau церковь. nereikia šį vakarą į bažnyčią eiti. Это я кого читаю? Iš ko aš skaitau tai? Мардахей. Mordechajus, Мардахей в своем послании. pasiuntinys, jo žinia.
Что брат Брахам нам демонстрирует? Ką brolis Branhamas mums pavaizduoja? Как мы с вами, Kaip mes su jumis, и я себя не исключаю, aš savęs и вас не исключаю, išimu iš šio, как мы с Тарко. вами живем по плоти. kaip mes su jumis pagal kūną, kūniškai gyvename. И тут, знаете, просыпается наше Ir čia, žinote, prabunda mūsų христианское «я». krikščioniškasis aš. Это ты что это ты? Ką tu čia? Это ты хочешь сказать, что я живу по плоти? Noriu pasakyti, kad aš gyvenu pagal kūną, Разбуди меня ночью. pažadink mane naktį. Я тебе покажу между пятой и Aš tau шестой трубой. parodysiu, kas tarp 5 ir 6 trimito vyksta. Я тебе объясню Aš tau седьмую paaiškinsiu печать. 7 antspaudą. Объясни, Paaiškink, если ты в церковь пойдешь. jei nueisi į bažnyčią. Понимаете? Suprantate? Это вообще не имеет отношения к той Tai победе, neturi jokio ryšio su ta pergalė, которая там происходит. kuri Если vyksta ten. Jeigu то, что ты объясняешь мне tai, седьмую kad печать, tu man aiškini apie 7 antspaudą, помогает тебе победить jei tau tai padeda nugalėti грех. nuodėmę, Аминь. amen. А если это помогает тебе подкачать Jeigu tai padeda prisipumpuoti свою жизнь по плоти, savo kūnišką gyvenimą tarsi, то это никому не поможет. niekam tai nepadės, nebus naudos. Брат Брахам говорит, это Brolis закон Branhamas sako, плоти. tai yra kūno įstatymas. Закон плоти. Это один из примеров. Tai vienas iš pavyzdžių. Ну, я такие люблю очень, вы знаете. Man patinka jie labai tokie. Почему? Kodėl? Потому что здесь, Nes если čia, ты идешь сегодня вечером в церковь, jei šį vakarą tu eini į bažnyčią, отгадай, о ком ты заботишься. spėk, kuo tu Ты rūpinsiesi. заботишься о Духе Tu Святом. rūpinsiesi šventąją dvasę, Да? ar ne? А если ты Ой, себя ай. убедил, Tu save įtikinai, что тебе то болит, kad tau galbūt skauda что kažką, то ты устал, pavargęs esi, что тебя ветер задул, kad vėjas perpūtė tave. и это все на работе. Ir visą tai darbė įvyko, Это все при исполнении обязанностей. pildant pareigas. То спешу тебя Tuomet подсказать, skubu tau patarti, что ты скатываешься на жизнь по kad tu плоти. ritiesi link kūniško gyvenimo. О, Господи, тут O аминь сегодня viešpatie, так amen, šiandien экономно. ekonominis Звучит. variantas. Дальше брат Брахам, вы знаете, он был Toliau очень brolis откровенный. Branhamas, jis labai atviras yra. Он рассказывает дальше про себя. Jis pasakoja apie save. С таким же успехом ты же можешь позвонить и сказать брату Невилу. Tokia sėkmė tu gali paskambinti ir pasakyti broliui Neviliui. Отправь ему эти вопросы. Siūsk, perduok jam tos Это klausimus. проповедь, вопрос и ответ. Iš pamokslo klausimai ir И atsakymai. скажи, чтобы он ответил на Paprašyk, них. kad jis atsakytų į tuos klausimus užduotus. Ты же устал, Juk tu pats pervargęs. тебе же горло болит. Tau gerklė skauda. Брат Брахам начинает эту проповедь и говорит, извините, я охрип. Brolis Branhamas pradėdamas šį pamokslą sako, atleiskite, aš užkimęs. Поэтому это он не сочиняет, это Todėl jis по-настоящему так. nesukūrė, to neišgalvojo, tai iš tiesų И įvyko. поэтому он стоит там, Ir todėl jis stovi ten, уставший, pervargęs, с ветра, perpustas, охрипший, užkimęs и служит закону Духа жизни. ir tarnauja dvasios gyvenimo įstatymai. Брат Брахам говорит, ну вы видите, я обещал это Jis sako, сделать. bet matote, aš juk pažadėjau tai padaryti. Понимаете? Suprantate? Вот, твой Что? разум внутри, Святой Дух, Tavo protas viduje šventoji Skazal. dvasia pasakė, сдержи свое обещание. išpildyk savo pažadą. Аллилуйя! Aleliuja. Но плоть сказала, Bet kūnas pasakė, ты слишком tu утомлен. per daug pavargęs. Вот и два разговора. Štai ir du dialogai. Вот и два закона. Štai ir du įstatymai. Вот и две силы. Štai ir dvi jėgos. Вот и смерть. Štai mirtis, Вот и štai жизнь. gyvenimas. Вот так просто. Taip paprastai Мы думаем, mes galvojame. всадника на бледном коне. Raitelis ant palšo žirgo. Это такой конь бледный. Žirgas toks palšas. Это такой всадник с косой. Raitelis su dalgiu. А он такой простенький, O jis toks paprastutis, такой родненький, toks artimas, такой близенький. toks artimas.
Но плоть сказала, ты слишком утомлен. Kūnas pasakė, tu per daug pavargęs. Сто 104 параграф. 104 paragrafas. Вот, плоть говорит, Štai kūnas sako, ну в этом нет никакой na, необходимости. tame nėra jokio poreikio. Ты такая хорошенькая. Toks geras. Ты в школе самая красивая. Ai, tu mokykloje pati gražiausia. О, тут уже добрались до сестер. Prie sesučių priėjome. Не обращай внимания никакого на то, что говорит твоя мама святоша и отец фанатик. Nekreip dėmesio tai, ką sako tavo šventuolė mama ir tėtis fanatikas. Видишь, в школе Supranti? ты выглядишь лучше всех девочек. Mokykloje tu atrodai geriau už kitas merginas. Это про что? Apie ką kalba eina? Это про закон греха, Apie nuodėmės įstatymą, который говорит kuris внутри. kalba viduje žmogaus. Вы думаете, только в девочках Ar говорит? galvoti tik mergaitėse kalba? В Ладикии точно говорит в мальчиках. Laudikėjoje tiksliausiai kalba ir berniukuose. Читаем дальше. Skaitome toliau. Ты такой красавец. Tu toks gražuolis, Самый красивый парень. gražiausias vaikinas, Красивое телосложение. gražus kūno sudėjimas. Ты самый популярный в этом Tu šiame городе. mieste pats populiariausias. Пошел насос. Prasidėjo sportas, Помпа началась. pumpavimas. Чего? Kieno? Плоти. Kūno. Видите? Matote? И вы предаете члены ваши этому. Ir jūs atiduodate savo narius štai tam. Да? И что из этого Ir получится? kas iš to gaunasi? Всякий раз обнаруживается злая природа. Kas kartą aptinkame piktąją prigimtį, Старая натура. senąją prigimtį. Ну что, если ты живешь этим, Jeigu tuo gyveni и это тебе важно, ir tai tau svarbu, и этому ты уделяешь ir время, tam tu skiri laiko и этому ты уделяешь деньги, ir pinigus, а Духу Святому нет, o šventai dvasiai ne, то всякий раз tuomet kas kart из этого dėka to проявится pasireikš злая натура. piktoji prigimtis. 105. 105. Моя плоть желает всегда предаваться этому. Mano kūnas visada nori tam paklusti И ваша плоть тоже. ir jūsų kūnas Желает. taip pat nori. Никто не сказал аминь. Niekas Я nepasakė, ne. прочитаю еще раз. Aš dar kartą perskaitysiu. Павел говорит, Paulius sako, моя плоть желает всегда предаваться этому. mano kūnas visada nori tam paklusti, И atsiduoti. пророк Мардохей Ir нашего pranašas времени Mordechajus mūsų laikų. говорит, ваша Sako, плоть тоже желает. Jūsų kūnas taip pat nori. Видите? Suprantate? А теперь те, которые сказали аминь на O это, dabar tie, kurie pasakė tam amen, послушайте дальше. klausykite toliau. Видите? Matote? Но закон Духа Божьего в сердце Bet Dievo dvasios įstatymas širdyje побеждает эту плоть nugali šitą kūną и заставляет тело ir подчиняться priverčia kūną paklusti Tamu. tam, что приказывает ką jis sako сердце. širdis. Как мне нравится, как Kaip man пророк это говорит. patinka pranašo frazuotė. Приказывает Jis сердце. sako širdžiai. Первое – это приказ. Pirmas įstatymas, Второй тоже приказ. antras taip pat įstatymas, nurodymas. Это не Tai рекомендация. ne rekomendacija, Это приказ. tai įsakymas. Аллилуйя. Aleliuja. Слушаться слова – это приказ. Klausyti žodžio tai įsakymas. Если ты рожден заново. Jei esi gimęs iš aukšto. Если ты во Христе Иисусе, Jei esi Kristuje Jėzuje, подчинить плоть – это приказ. paklusti tai yra įsakymas. Аллилуйя. Sakyti kūnui paklusti. Почему? Kodėl? Потому что второй закон живет в тебе. Nes antrasis įstatymas gyvena tavyje. Сто 107 параграф. 107. Так вот, закон греха и смерти действует в вашей плоти. Taigi, nuodėmės įstatymas ir mirties veikia jūsų kūne. Но закон Духа жизни Bet gyvenimo dvasios действует в вашем сердце. įstatymas veikia jūsų širdyje. Итак, ваше сердце, Ir taip jūsų širdis, ваш дух, jūsų dvasia, что в вашем сердце, tai, kur yra jūsų širdyje, заставит privers ваше тело jūsų kūną подчиняться paklusti тому, что Он говорит tam, ką jis делать. sako daryti. Совершенно верно. Visiškai teisingai. Вот это то, что говорил Tai Павел. yra tai, apie ką kalbėjo Paulius. Всегда плоть говорит, Kūnas visada sako, я слишком устал, aš per daug pavargęs, я не способен, aš nepajėgus, я не подхожу, esu netinkamas, я не могу. negaliu to padaryti. Я говорил тут с Лоис или Долорес.
Aš kalbėjau čia su Lois ar Dolores. Лоис — это его молодая невестка. Lois tai jo šitą... Марти. А Долорес — это его младшая O Dolores сестра. jaunesnė sesė. Кому-то здесь говорил со мной о Духе Святом. Su kažkuo kalbėjau apie šventąją dvasią. Вопрос всегда стоит о крещении Духом Святым, Klausimas visada buvo apie šventąją dvasią. о новом рождении. Apie naują gimimą. И они ему задают эти вопросы. Ir jie jam uždavinėjo tos klausimus. Аллилуйя, они задают ему эти Aleliuja вопросы, uždavinėjo, kad tos потому что их klausimus, интересует. nes juos domino tai. Об этом или о чем-то вроде этого. И я Apie tai сказал. ir apie kažką ir aš pasakiau. Долорес сказала: Dolores pasakė, чего во мне возникло то чувство именно в то время, когда я должна была чувствовать себя хорошо? kodėl man kilo tas jausmas būtent tada, kai aš turėjau jaustis gerai. Я сказал: это сделал дьявол. Aš pasakiau, tai padarė velnės. Он видел, что ты почти что готова принять это. Jis pamatė, kad tu buvai beveik pasiruošusi tai priimti. И он сказал: Ir jis pasakė, где сказал? kur pasakė? Вот здесь. Štai čia. Я подавлю в ней это желание. Aš užgesinsiu joje šį troškimą. Я поставлю на нее заглушку. Aš užtildysiu joje tai. Я задую ее немножко. Aš Aš smausiu tužu. ją šiek tiek arba atvesinsiu. Видите? Matote? Вот это да. Tai bent. Вот когда ты поднимаешься Štai kada tu pakyli и заявляешь о своих Богом данных ir правах, pareiškia apie savo Dievo duotas teisės. о своих Богом данном втором указе. Apie savo Dievą duotą antrą įstatymą. Аллилуйя! Aleliuja. Обратите внимание, Atkreipkite dėmesį. я встаю утром Aš atsikeliu ryte и, скажем, собираюсь ir, sakykime, tarkim, aš ruošiuosi на собрание. į susirinkimą. Ну вот, Господь ведет меня в какое-то определенное место на собрание. Viešpats vedo mane tam tikrą linkmę susirinkime. Что ж, брат, Na ką, broli, ты только понаблюдай, что начинает происходить. tu tik stebėk, kas toliau vyks. Или, к примеру, я нахожусь у себя дома. Arba pavyzdžiui, kai esu namuose И вот звонят откуда-то ir издалека. štai skambutis iš kažkur iš toli. Вот, мне надо помолиться за больного. Man reikia pasimelsti už ligonį. Тут же маленький Иосиф заберется мне на шею. Netikėtai mažasis Juozapas užsiropš man ant kaklo. Что это? Kas tai? Это борьба плоти. Kūno kova. Да? Ar ne? Сара задаст мне какой-нибудь Sara вопрос. užduos man kokį nors klausimą. А Бекки начнет играть на O пианино. Becky pradės groti pianinu. А тебе умирающий человек O звонит tau по skambina телефону. mirštantis žmogus telefonu. Я говорю: тихо, Aš sakau tyliai. прикрываю сверху рукой. Эй, тихо. Pridengiu lūpas ir sakau tyliai. Папа будет молиться сейчас Tėtis за dabar больного. melsis už ligonį. Эй, посмотри, папа, что Джо сделал. Ei, tėti, pažiūrėk, ką Džo pridirbo. Дай этому только начаться. Leiskite tik tam prasidėti. А как только молитва O заканчивается, kai malda pasibaigs, они принимаются за свои игрушки, jie imasi savo žaislų и тишина, и покой. ir tyla įsivyrauja į ramybę. Красота. Grožis. А теперь Мордехей. Ir dabar Mardachajus. Это действие дьявола. Sako, tai yra velnio veiksmai. Можете уже меня списать как сумасшедшего, Jau galite mane nurašyti kaip išprotėjusi, но я просто цитирую bet aš jums tiesiog cituoju. то, что говорит Мордехей. Tai, apie ką kalbėjo Mardachajus. Потому что он имеет доступ через плоть. Nes jis turi prieimą per kūną. И он знает, как тебя вывести из Jis žino, равновесия. kaip tave išvesti iš И он знает, как pusiausvyros. брата Бранхама вывести Жена, из помазания молитвы, Branhamą išvesti iš maldos patepimo, чтобы он не заботился о духе, kad jis nesirūpintų dvasia, чтобы он сейчас пошел по плоти kad разбираться. jis dabar kūniškai pradėtų aiškintis, О, Господи Боже мой. o mano Dieve, Наше время истекло. mūsų laikas išseko. Но я надеюсь, вы начинаете понимать, Aš viliuosi, kad jūs pradedat suprasti, что, о, взлетай, орел, kad, o, pakilk erelį, твой час пришел. atėjo tavo valanda. Это закон Духа жизни Tai dvasios gyvenimo во įstatymas Христе Иисусе, Kristuje Jėzuje, который находится kuris yra в послании этого valandos, часа. šios žinios valandos žinioje. Потому что только Nes tik помазание орла erelio patepimas может справиться с gali бледным всадником. įveikti palšai raitelį.
palšo žirgo raitelį. Только жизнь Tik gyvenimas может победить смерть. gali nugalėti mirtį. Где жизнь? Kur yra gyvenimas? Она прошла через стебель, Per kotelį praėjo gyvybė tam, через листочек, per lapelius, через пятидесятническую шелуху per sekmininkišką lūkštą и вошло в ir зерно. įėjo į grūdą vėl. Жизнь в зерне. Gyvybė, gyvenimas yra grūdė. Шелухой ты не победишь Лук бледного всадника. Neįveiksi palšojo žirgo raitelio. Поэтому нам нужно зерно. Todėl mums reikalingas grūdas, Нам нужен Свет. свет этого часа. šios valandos šviesa. Потому что только это Nes tik tai тебе поможет победить tau плоть. padės nugalėti kūną. Аллилуйя! Aleliuja. Бог послал Dievas siuntė совершенное послание. tobulą žinią. Для чего? Kam? Чтобы жизнь Kad gyvenimas этого послания šios žinios могла победить galėtų nugalėti первый закон. pirmą įstatymą. Тогда вопрос. Tuomet kyla klausimas. Ведь мы живем в самый-самый плотской период. Juk mes gyvename pačiame kūniškiausiame periode. Самый демонизированный период. Tai pats labiausiai demonizuotas periodas. Разве можно в нем вообще как-то победить Ar плоть? jame apskritai galima įveikti kūną? В реальности Realybėje практически нет. praktiškai ne. Не спаслась бы, написано, никакая плоть. Neišsigelbėtų joks kūnas parašyta, ar ne? Потому что везде, где ты находишься в этом Nes мире, visur, kur bebūtum šiame pasaulyje, тебе найдет помазание бледного всадника, tave suras palšojo žirgo raitelio patepimas и ты не справишься. ir tu nesusitvarkysi. Ты не справишься. Nesusitvarkysi. Ты будешь жить по плоти. Tu gyvensi pagal kūną, Ты будешь жить во грехе. nuodėmėje. Но что может тебе помочь? Bet kas gali tau padėti? Помазание орла. Erelio patepimas, Послание часа. valandos žinia, Не шелуха. ne lūkštas, Зерно. grūdas. Поэтому если мы хотим победить эту Todėl, плоть, jei norime nugalėti šį kūną, нам нужно откровение послания часа. mums yra reikalingas valandos žinios apreiškimas. А если наоборот? O jeigu atvirkščiai, Почему у людей нету победы над плотью? kodėl žmonės neturi pergalės virš kūno? Потому что им надо еще войти Nes jiems dar reikia įeiti, из шелухи, pereiti iš lūkšto перейти в то откровение, į tą apreiškimą, которое имеет силу. kuriame yra jėga. Поэтому мы сегодня видим Todėl šiandien matome падших христиан. puolusius krikščionius, atpuolusius. Поэтому мы сегодня видим отпадших проповедников. Atpuolusius pamokslininkus. Почему они отпадают? Kodėl jie atpuola? Потому что нету силы Nes- побороть плоть. Neturi jėgos įveikti В этом kūną самом сложном šiame периоде. sunkiausiame periode. Где взять силу? Kur semtis jėgų? В законе Духа жизни. Dvasios gyvenimo įstatymė. Аллилуйя. Aleliuja. Поэтому это Тудел. облако Tas debesis пришло, pasirodė чтобы нам напомнить tam, kad primintų mums наши права apie mūsų teisės на второй закон. į antrąjį įstatymą. Ты сам не справишься. Tu pats nesusitvarkysi. Сам не справишься. Nesusitvarkysi pats. Будь ты хоть и йогом в Тибете, Nors būk ir to jogų Tibete, который не допускает даже тени плохой мысли. neprileidžia net šešėlio blogos minties. Ты родился грешником, Tu gimėjai nusidėjėliu и ты в стойке лотоса умрешь грешником. ir... Ну, знай, лотос той Ai, позы. lotoso pozo ir mirsi nusidėjėlis. Так и не победив закон греха. Taip ir nenugalėjęs nuodėmės įstatymo. Да? Ar ne? Что может победить закон греха? Kas gali nugalėti nuodėmės įstatymą? Закон Духа жизни Dvasios gyvenimo įstatymas. во Христе Kristuje Иисусе, Jėzuje, которое нам принесло послание этого часа. kuris atnešė mums šios valandos žinią. Аллилуйя! Aleliuja. Я надеюсь, у вас появилось сегодня больше Viliuosi, желания kad šiandien įgyjote daugiau troškimo пропитаться вот этим посланием часа. maitintis šią valandos žinią. Аминь. Ar ne?
Потому что когда ты читаешь даже такое, Nes которое мы сегодня Kai tu прочитали, skaitai netgi tai, ką mes šiandien perskaitėme, это поднимает в тебе силы. tai pakelia tavyje jėgas, Ты suteikia- начинаешь понимать. tu pradedi suvokti, Если честно, atvirai tariant, ты начинаешь понимать, что вообще-то ты живешь по плоти. tu pradedi suprasti, kad gyveni pagal kūną, Да? ar ne? По своей хорошей плоти. Pagal savo gerutį kūną. Пора переходить нам Atėjo к жизни metas в духе. pereiti į gyvenimą dvasioje, Потому что это победоносная жизнь. nes tai yra pergalingas gyvenimas. Аллилуйя. Aleliuja. Спасибо тебе, Господь. Ačiū tau viešpatie. Давайте мы поднимемся. Atsistokime. Господь Иисус, Viešpatie Jėzau, я верю, что ты своим Духом Святым можешь объяснить больше, aš tikiu, kad tu savo šventąją dvasią gali paaiškinti dar daugiau, чем я могу прочитать nei aš galiu perskaityti и своим бедным языком попытаться объяснить. ir savo vargingą kalbą stengtis paaiškinti. Я надеюсь, Боже мой Иисус, что Aš то, viliuosi, что mano я Dieve, читал, kad tai, ką aš perskaičiau, не подталкивает людей жить по плоти. nepastumė žmonių gyventi pagal kūną, Даже если они осознают, что закон греха живет в их плоти. net jeigu jie ir supras, kad nuodėmės įstatymas gyvena jų kūne. Я надеюсь, что это вдохновило их Aš viliuosi, kad tai įkvepia juos на победу над плотью. link pergalės virš kūno. Аллилуйя. Aleliuja. И тогда нет никакого осуждения Ir tuomet nebėra jokio pasmerkimo тем, которые во Христе Иисусе tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje и живут не по плоти, ir gyvena ne pagal kūną, а по Духу Святому. bet pagal šventąją dvasią. Помоги нам, Господь. Padėk mums viešpatie. Пусть Твой Дух Святой Tegul tavo šventoji dvasia наполняет нас так сильно. pripildys mus taip stipriai. Аллилуйя. Aleliuja. Чтобы у нас была победа над плотью Kad turėtume pergalę virš kūno и делами плоти. ir kūno darbų. Спасибо Тебе, Господь. Ačiū tau viešpatie. И еще я прошу Тебя, Господь, Ir dar aš prašau tavęs viešpatie, дай нам быть честными. leisk mums būti nuoširdiems, atviriems, sąžiningiems. Честными с самими собой. Sąžiningiems su savimi pačiais. Не обманывать самих себя. Kad neapgaudinėtume savęs pačių. Но признать реальное свое Bet состояние. kad pripažintume realią savo būseną. Признать реальное состояние себя. Realius save pripažintume. Признать реальное состояние своей семьи. Ir realią būseną savo šeimos. Kad pripažintume. И наполняться Духом Святым. Ir kad prisipildytume tavo šventą dvasią. Через послание часа. Per šios valandos žinią. Чтобы победить вторым законом первый. Kad antruoju įstatymu įveiktume pirmąjį. Потому что мы не рабы закона. Nes mes nesame įstatymo vergai. Мы свободны Mes laisvieji. от закона греха и смерти. Išlaisvinti iš nuodėmės ir mirties įstatymo. Аллилуйя. Aleliuja. Господь, и позволь нам продолжить эту тему, еще, Viešpatie, leiski mums dar tęsti šios temos nagrinėjimą. чтобы мы со всех сторон могли рассмотреть. Kad iš visų pusių galėtume apžiūrėti. Боже, это маленькая, короткая, часовая проповедь Dieve, tai trumpas valandos trukmės pamokslas. не может охватить все. Jis negali apimti visko. Но я надеюсь, это показало нам Viliuosi, kad jis parodė mums два действующих закона. du veiksnius įstatymus. И один, который сильнее. Ir vieną, tą, kuris yra stipresnis. Аллилуйя! Aleliuja. Спасибо Тебе за все. Ačiū tau už viską. Благодарим Тебя Dėkojame tau и просим Тебя, ir prašome tavęs, чтобы Ты kad tu помог нам. padėtum mums. Ты победитель. Tu esi nugalėtojas. И если Дух Победителя живет в нас, Ir jei nugalėtojo dvasia gyvena mumise, мы будем настроены на победу. mes būsime nusiteikę pergaliai. Аллилуйя! Aleliuja. Спасибо Тебе за все. Ačiū tau